Это новости IT. Минувшую неделю запомнилась капсула для прогулки с ребенком от рядового жителя Китая в стиле Death Stranding. Зарубежные партнеры озвучили проблемы отечественного IT-сегмента. И продолжаем рассказывать о том, чем занять себя во время самоизоляции дома. Поехали! Samsung разработал аккумулятор нового типа Li-Me, что означает литий металлический. Его скорее можно считать модификацией, чем Li-ион аккумулятора. Новый тип может иметь жидкий электролит и позволяет запасти больше энергии. Разработка предназначена прежде всего для автомобилей. Помимо них, Li-Me аккумуляторы также будут востребованы для беспилотных летательных аппаратов и для интернет-провайдеров, ведущих передачу сигналов в сельскую местность. Существует два варианта по типу электролита с жидким и твердым электролитом. Жидкий вариант дает повышенную плотность касаемой энергии, а твердый – долговечность. Но даже в жидком варианте именно долговечность стала главной особенностью новой батареи. Размер одной ячейки на 50% меньше, чем у литий-ионной батареи аналогичного объема, при этом она рассчитана на 1000 циклов заряда-разряда. Также Samsung создал экспериментальный образец, который по заверению производителя обеспечивает электромобиль энергии для прохождения без подзарядки в 800 километров, что в 2 раза больше, чем в современных автомобилях. Информацию о сроках появления твердотельных аккумуляторов на рынке Samsung не раскрывает, но эксперты комментируют, на это может уйти до нескольких лет. А с учетом репутации Samsung в разгаре ожидания реальность так и не выйти вовсе, по крайней мере в заявленном виде. Одна из любимых игр нашей редакции, Death Stranding, вдохновила китайца на создание капсулы для защиты ребенка от коронавируса. Насмотревшись на шедевр Хидео Кодзимы, он соорудил сумку для переноски своего чада, снабдил воздушным фильтром, специальной перчаткой и теперь не боится гулять с ребенком по улицам города. Помимо того, во время прогулок парень и сам надевает защитный костюм, на котором красуется эмблема Umbrella Corporation, фармацевтической корпорации из серии другой культовой игры Resident Evil. Вот так любовь к популярным тайтлам приводит к очень даже рабочим идеям в реальном мире. Компания Amazon выкинула из системы своих продаж 3900 нерадивых продавцов. По заявлению площадки они повысили цены, прикрываясь эпидемией коронавируса. Вместе с продавцами были удалены и 500 000 их товаров. Ранее Amazon уже лишила доступа 2500 продавцов. Отслеживать товары со взвинченными ценами помогает как ИИ-система, так и особый отдел. В частности, в компании не дают продавать дорого медицинские маски и антисептики для рук. Вот уж чего не хватает в наших реалиях, если даже насквозь коммерческие компании взялись карать желающих поживиться на чужих бедах. Европейцы назвали одну из причин слабого российского IT-экспорта. Это, как ни странно, незнание английского. Такое мнение в ходе общения с журналистами высказал один бельгийский разработчик, владеющий производством в Сибири. По его словам, россияне не очень открыты, не улыбаются и, конечно, не говорят на западном диалекте. Но, несмотря на это все, Россия старается продвигать свой экспорт. Бельгиец сказал, что часто бывает на торговых выставках, где представляет свои продукты и видит стенды инновационного центра Сколково. На GTEX в Дубае в 2018 году почти вся документация и информация на этих стендах были на русском языке. А посылать на международные выставки людей, которые не говорят по-английски, да еще и с документацией не на английском языке, по меньшей мере странно. Изменилась ли ситуация со времен 2018 года, сказать трудно, но то, что в целом незнание английского сохранилось как проблема, это факт. А чтобы не попасть в такой просак и подтянуть свои знания как в иностранном языке, так и в других дисциплинах, хорошо бы воспользоваться онлайн-сервисами. Тем более, что сейчас у большинства людей появилось довольно много свободного времени. И лучше бы его потратить с умом. Юлия Великодная сделала подборку бесплатных площадок, которые помогут скрасить вынужденные выходные дома. Итак, начну с образовательных сервисов. Интерактивные уроки по всему школьному курсу лучших учителей страны предоставляет Российская электронная школа. Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов.
Московская электронная школа – это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивный сценарий уроков, проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов. Все это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. Доступен и отдельный телеканал Мособр ТВ, первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира. А также доступны образовательные платформы Учи.ру, Сириус Онлайн, портал «Билет в будущее», Олимпиум, сервис Я-класс, система Marketplace образовательных услуг, онлайн-платформа «Мои достижения». Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов предоставляет издательство «Просвещение». При этом для работы с учебниками не потребуется подключение к интернету. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам узнать о принципах искусственного интеллекта, о машинном обучении, больших данных, правилах безопасного поведения в интернете и других. Занятия реализованы в виде онлайн-игры и адаптированы для 3 возрастных групп. Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли в Фоксфорд, интернетурок.ру, онлайн-школа Skyeng. Занятия на платформах ведут преподаватели ведущих вузов страны. Пока дети продолжают обучение онлайн, родители могут прочесть книжку-другую. Альпина, Литрес, Букмейт открыли в своем приложении бесплатный доступ к книгам. На месяц бесплатным для новых пользователей станет издательство о современной культуре «Гараж». Naked Science предоставил бесплатный доступ ко всем научным журналам, а Image Comics – доступ к огромному количеству первых выпусков своих комиксов. Эксмо дарит 30 книг бесплатно. В перерывах между самообразованием за 1 рубль можно получить 3-месячную подписку на музыку ВКонтакте. В скором времени такое предложение станет доступно и для новых подписчиков единой музыкальной экосистемы ВКонтакте, Бум и Одноклассников. Кинопоиск, HD, Море ТВ, Иви, Премьер, Ока и Амедиатека. Эти платформы известны любителям кино и сериалов. У каждого сервиса свои бонусы. Это как бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам до конца апреля, так и скидка. Самое подходящее время пересмотреть якутские фильмы, киноленты Саха-Вуда онлайн в HD-качестве на сайте sahamovie.ru. Также Минкультура Якутии запустила свой YouTube-канал, где представлены спектакли местных театров. Также подготовлены 32 виртуальных тура по музеям республики. Еще одну площадку для образования создали резиденты якутского IT-парка. Создатели умного робота-уборщика Ведроида организовали IT-школу Коди и занимаются обучением детей программированию на основе популярной игры Майнкрафт, которую любят дети и взрослые по всему миру. Дело в том, что Майнкрафт, как оказалось, отличное место, чтобы начать осваивать азы. Во время обучения ребята проходят мини-игры и при этом решают много различных задач, управляя игрой с помощью специальных программных команд в виде небольших блоков. При определенной схеме расстановки программа приводит их в действие. Таким образом, ребята пишут программный код. Решая такие задачи своим способом, ребенок в игровой форме познает принципы написания программного кода и учится мыслить алгоритмами. Из требований: возраст от 7 лет и компьютер не ниже Intel Pentium i3 с 4 гигабайтами ОЗУ. Также понадобятся наушники, веб-камера, ну и подключение к интернету, разумеется. И как будто в аккурат к этому в Майнкрафт начали бесплатную раздачу учебных материалов. На этот раз помочь школьникам совместить приятное с полезным решили в Microsoft. До 30 июня этого года во внутриигровом магазине Майнкрафт можно бесплатно скачать образовательные материалы. Учебный контент позволит исследовать Международную космическую станцию, научиться программировать с помощью робота, посетить достопримечательности Вашингтона, найти и построить трехмерные фракталы, побывать морским биологом и также много всего другого. Изначально все это использовалось в Minecraft Education Edition, специальной версии игры, предназначенной для учебных заведений. Но теперь до середины лета выходит в общий доступ. Скоротать время за партиечкой другой в ведьмачьи карты теперь могут пользователи устройств на Android. Самостоятельный Гвинт добрался и до этой платформы, и в честь релиза Гвинта на новой платформе CD Projekt Red раздает подарки. До вечера 31 марта при входе в игру с Android-телефонов или планшетов получите бесплатную премиум-бочку. Тем, кто регистрировался предварительно через Google Play, выдают аватар «Имперский голем». Требования к устройству: минимум 1,5 гигабайта оперативной памяти, Android версии 7.0 или новее.
Мобильная версия работает через кроссплей, соединяет игроков с iOS, Android и PC-устройствами, а также переносит прогресс между этими самыми устройствами с помощью учетной записи. Гвинт доступен в магазинах приложений Google Play. А теперь новость для олдфагов компьютерного гейминга. Третьего дня GCS Gaming World напомнила, что Stalker 2 все-таки жива. В своем твиттере они выложили новый скриншот, сделанный с игрового процесса. Ранее они уже выкладывали скрины батона. В чувстве юмора у них, конечно, не занимать. В послании, прикрепленном к снимку, разработчики утверждают, что новый Stalker – самый амбициозный их проект. Работает он на популярном движке Unreal Engine 4. Кроме того, у шутера есть официальный логотип, и теперь появился еще и первый скриншот. Дата релиза Stalker 2 по-прежнему неизвестна. Подробности о сиквеле обещали предоставить уже в этом году. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю и всего доброго.